Я уфимский видеоблогер, у меня есть блог, внутри которого я иду по популярности, все это показываю зрителям. И сюда я пришел, чтобы получить новый опыт, поскольку взять интервью у такого крутого человека – это большой опыт. Я ожидаю дерзких, открытых ответов, над которыми можно порассуждать, чтобы потом из этого извлечь для себя какие-то выводы, узнать получше человека и вообще познакомиться с теми людьми, которые остаются за кадром, но очень важными в процессе съемок. Урал Минизарович, главный оператор БСТ. Я давно снимаюсь на телевидении и с разными операторами. Он всегда стоит за кадром. Мне очень интересно, как он будет работать в кадре и как отвечать на наши вопросы. Как вы себя чувствуете? Наверное, волнуюсь все-таки, скорее так вот. А ваш портрет когда-нибудь рисовали? Не помню такого, чаще фотографировали на паспорт. Какого вопроса вы боитесь? Наверное, на планах на будущее. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Урал Минизарович. Меня зовут Виолетта. Я хочу сразу вас ознакомить с правилами нашей программы. Все очень-очень просто. Мы задаем вопросы, и вы отвечаете. В конце вас ждет сюрприз. Вы можете выбрать один из понравившихся портретов вам в подарок. Как ваше настроение? После рабочей недели ничего, я сказал бы. Слово «оператор» происходит от слова «оперативный»? Скорее всего, оперировать, я бы так сказал. Ну и, наверное, да, я оперативный, хотя я отношусь к той части вот этой профессии, которая менее оперативна. Она постановочная больше. В какой-то момент пошло разделение между операторами новостей и операторами художественных съемок. Это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. Просто вот моя стезя, мой конек – это постановка. Постановка кадра, света. Кадр в оперативных съемках, композиции, как и в художнике, она тоже, в принципе, необходима. Но там, да, в самом деле, оператора новостей кормят ноги, локти, быстрый глаз. Ну и здоровая наглость. Меня зовут Зарина, и у меня вопрос. Что вам больше всего нравится в своей профессии? Творить. Вот творчество. Оператор, вот это же не просто вот какой-то человек, который стоит за какой-то вот очень дорогой аппаратурой. Как я люблю выражаться, это не бесплатное органическое приложение к аппаратуре. Это человек, который при помощи камеры зрителям показывает что-то. Это же вот не просто ее включил, надо показать так, чтобы до зрителей донести вот на этом плоском экране, как вы вот, когда пишете картину, у вас же есть центр композиции какой-то, правильно? То есть какой-то сюжет, и вот оператор это делает не при помощи карандаша или кисти, он делает при помощи оптики, при помощи света, и той же композиции. У вас, я смотрю, здесь вертикальная композиция, как бы, а в современном телевидении пока что это горизонтальная композиция. Сейчас она с 3:4 переместилась на 9:16. Вот при помощи вот этих основных факторов, композиция, свет и цвет, поскольку речь идет о цветном телевидении и кинематографии, оператор отображает объем, сюжет, то, что привлекало бы зрителя. Человек создан творить, именно потому, что он человек. Чем он отличается от животного мира. Вот есть же выражение «человек создан по образу и подобию Божьему». Это не потому, что Бог выглядит как мы, с глазами, с ушами. В нем вот эта вот часть – творить. Он вынужден творить, он не может не творить. Каждые люди делают это по-разному. Художники по-своему. Гончар лепит горшок по-своему, оператор по-своему, режиссер по-своему, писатель по-своему. Он мир преображает согласно своим взглядам. Поэтому и мне это привлекает. Я научился творить, вернее, нашел эту потребность творить при помощи вот именно камеры, изображения. Мне это было интересно. Впервые я начал снимать на фотоаппарат, я начал снимать, наверное, лет в 10. Нет, в 12. В 12 я купил свой первый фотоаппарат. Я вот принес показать. Это вот смена 8М.
помню, почему мне его купили. Я, наконец-то, вторую четверть закончил без троек. Мне, в конце концов, подарок купили вот этот фотоаппарат, потому что я хотел вот что-то изображать. Он работал, как сейчас, на пленке. Это не цифра. Раньше, чтобы получить изображение, это проходило много этапов. Сейчас фотоаппарат снял, при помощи кабеля скинул на компьютер и, пожалуйста, в фотошопе как хочешь, так и твори. Раньше это занимало очень массу времени, но это было интересно. То есть в темноте заряжали пленку на кассету, в темноте абсолютной. Потом уже было фотографировать, настраивая вручную, на глаз. Отсюда оттачивалось мое умение чувствовать свет, солнце. А потом пленку нужно было проявить. Это все в темноте. Потом нужно было эту пленку распечатать на фотографии, на бумагу. Масса пленки было загублено. Но когда, извините, вот из 36 кадров у меня получилось 2 кадра, снятые из окна дома, выходил он на проспект, знаете, сколько было радости? Я начал творить вот таким образом. Как родители относились к вашему хобби, съемке? Это как-то влияло на вашу учебу? Учебу, конечно, влияло. А как относились? Вот, слава богу, не гуляет по улицам, не курит там, значит, чем-то увлечен. Это сейчас, наверное, трудно загнать, вернее, выгнать детей на улицу, чтобы подышали свежим воздухом. А раньше было у нас очень трудно загнать домой. То есть мы пропадали как бы на улице до ночи. Развлечений как таковых не было, интернета не было. И, повторяю, по телевизору было только 2 программы. Не было специализированных программ. Здесь мультики, здесь кино, здесь новости. Чтобы мультики посмотреть, это покупал программу и ждал, когда они в конце концов начнутся. Искушения были в основном все на улице. Поэтому, если чем-то увлечен, у меня нашли, оказывается, у меня есть слух. В 2 классе. В 3 классе меня записали в музыкальную школу. Но я там не вытерпел. Я не вытерпел учебу на пианино. Я через 3 месяца поставил ультиматум. Или я убегаю, ухожу из музыкальной школы, или убегаю из дома. Поэтому они отнеслись абсолютно нормально. Увлечен фотографией. Молодец, хорошо. Ничем больше другим плохим не увлечен, значит. Смотрите, многие считают, что на площадке главный режиссер. Вам трудно ему подчиняться? Вы знаете, любому человеку трудно кому подчиняться, особенно творческим, понимаете? Но и кино, и телевидение – это командная работа. Это, на самом деле, командная работа. Это столкновение всегда личностей. Вот, наверное, родители имеют машину, так ведь, многих? Вы знаете, что при покупке автомобиля она должна пройти пробег. Вот, знаете, для чего? Потому что новые детали в двигателе должны притереться. Они должны притереться в щадящем режиме. Это всегда это происходит. Так же и в человеческом коллективе, в творческом коллективе особенно, где каждый имеет свое мнение и свой взгляд. И, естественно, идет некая притерка. То есть каждый со своими амбициями. Это здоровое начало. Главное, чтобы они не переросли в гордыню, в тщеславие худшем этого понимания. И поэтому в творческом коллективе при начале вот любого проекта, многие проекты здесь начинал, и, наверное, режиссеры меня слышат, не дадут соврать. То есть есть определенное время, когда вот мы как детали притираемся. Это происходит иной раз. Не очень приятно, но это происходит. Потом уже, когда находятся вот эти вот точки соприкосновения, понимания, когда уже все шероховатости прошли, вот тогда начинает творческая бригада работать слаженно и вот рождать тот продукт, фильм, не знаю, передача, все что угодно. Прямая трансляция. Если вот на днях вы смотрели «Парад Победы», вот это в Уфе, это работа вот только съемочной бригады не менее 25 человек. Инженеров, операторов, звукорежиссеров. Понимаете, у каждого своя цель, у каждого свои задачи, и иной раз они пересекаются. Подчиняться, да, трудно, но и приходится подчиняться. Режиссер, безусловно, главный на съемочной площадке. Там, где оператор начинает брать верх над режиссером, может быть, получается великолепная картинка, но пустой сюжет. И кинематография об эти истории знает. Подобное. А как долго может идти процесс, когда вы привыкаете к своему коллективу? Главное, чтобы коллектив, наверное, до сих пор не может привыкнуть ко мне.
Вот в моем коллективе, если говорить о творческой бригаде, процесс ведь зависит не только от взаимоотношений между людьми. Тут масса факторов при съемке фильма. Если вы говорите о фильме, погодные условия. В этот же коллектив еще съемочный вливаются и актеры, то есть которыми тоже надо терпение, а иной раз и нетерпение, может быть, подстроить их под свой алгоритм. В зависимости от проекта. Допустим, какие-то программы, как сегодняшние, снимаются 1 к 1. То есть, с запасом, допустим, плюс 10 минут или 15 минут. А какие-то фильмы или передачи снимаются, допустим, час-полтора, в эфир выходит где-то с полчаса. То есть шаг в эфире — это 13 минут, 13-26. Фильм, в зависимости от сюжета, он может долго сниматься. Правда, сейчас начинаются за некоторые моменты трудности, пытаются заменить компьютерной графикой, но я не сторонник этого. Живое изображение ничем не заменишь. И живую игру актера не заменишь никаким компьютерным воспроизведением. Были попытки, если помните, лет 15 назад был такой фильм полнометражный, компьютерный, «Последняя фантазия». Но извините, я все-таки предпочитаю смотреть на живых актеров. Мне их игра интересна, чем смоделированная игра компьютера. Здравствуйте, меня зовут Настя. Ты просто на зеленом фоне, ты извини, я тебя не совсем заметил. Вот вы сегодня наш гость и не на работе. Вы бы хотели сделать замечание, что-то изменить сейчас? Да как сказать, не при посторонних. Это этика. Я не всегда, конечно, ее соблюдаю, к сожалению моему, но существует такой принцип: ругать своих подчиненных, не при посторонних. То есть замечания нет. Знаешь, всегда ведь можно улучшать. Человек вообще создание такое всегда недовольное. Всегда недовольный. Ему всегда хочется больше. Это, опять же, нормальное состояние человека. Он все время хочет что-то улучшить. Даже собственное свое. Вот ты, наверное, каждый раз в свою личную комнату что-то привносишь новое, правильно? Это одна из черт творчества. Ты ее видоизменяешь. Тебе надоело, допустим, в течение полугода вот это расположение там предметов, каких-то картин, которые у тебя висят, или плакатов, я не знаю, что сейчас. Ты взяла и перевесила, чтобы ты посчитала, что так будет лучше. Вот это всегда так происходит. Всегда как бы находишь, что можно улучшить. К этому надо стремиться. Оператор – это же не просто вот какой-то человек, который стоит за какой-то вот очень дорогой аппаратурой. Это не бесплатное органическое приложение к аппаратуре. Моя стезя, мой конек – это постановка. Постановка кадра, света. И цвет, поскольку речь идет о цветном телевидении. У меня вот такой личный вопрос можно задать. Говорят, каким бы гениальным ни был режиссер, все равно зритель его видит глазами оператора. Что нужно, чтобы композиционно построить кадр? Чтобы композиционно построить кадр, нужно прежде всего научиться этой композиции. Прежде всего живопись. Живопись классиков. Вот именно не импрессионистов, где композиция играла второстепенную роль. У импрессионистов главную роль играл цвет. У классических художников, Суриков, наверное, Репин, Илья, Левитан, художников Возрождения, Рембрандт, это, может быть, у малых голландцев, это Веласкес. Прежде всего живопись. Потом сам пробуешь, фотографируешь. Нас как учили компоновать кадр. Спичечный коробок, вырезалось дно, в спичечном коробке получалась рамка. И вот уже через него? Да, только так. Почему вот многие вот операторы ходят и вот так вот режиссеры? Они компонуют. А вот это то, что с детства вот кажется, то, что вот надо взять вот так и вот прицелиться. Это не просто так сделать? Это не просто так. Это так строится композиция кадра. То есть согласно законам золотого сечения. Да. Ты и можешь нарушать законы композиции, если ты этим хочешь что-то выразить. Как я научился, в общем-то, компоновать кадры и работать? Я просто выписал себе все оскароносные фильмы и заставлял себя их смотреть. Вот только так. Это и называется учеба. Спасибо Пожалуйста. большое.
Работа в каких передачах больше всего вам принесла творческого удовольствия? Вообще приниматься за работу без удовольствия, без какого-то, скажем так, кайфа не имеет смысла. Не имеет смысла. Если не нравится, значит, ее не нужно как бы делать. А вообще, наверное, фильм «Шульганташ», сказка, опять же, снятая с Тамыром. Там как бы я оторвался по свету, по технике, как я считал. Хотя можно было снять и лучше. Я знаю, что за свою сказку «Шульганташ» вы получили бронзового Орфея. Получил. Но я считаю, что это не я получил. Это, понимаете, это ведь, вот я о чем говорю, вот, кстати, вот это вопрос трансформации, вот, работать в команде. А сейчас современная работа оператора-постановщика, если об этом говорить, это работа не одного человека, это работа целой бригады. У меня там была бригада. Она, кстати, сейчас вот здесь, вот, она вот там где-то вот спрятался Ильгам. Махни рукой. Вот. Все пролетающие вот в этом фильме кадры, это его работа. Вот еще один оператор, Ильгиз, вот на тележке он катается. Он помогал мне ставить свет, вернее, в общем-то, он ставил свет. Без этих двух помощников операторов фотографии просто бы и не светило. 50%, какой 50? Наверное, 70% этого бронзовой статуи, это их доля. Там осветители, там инженеры, там целая масса народу, которые работают под операторами. Их не всегда видно. Вот даже сейчас здесь инженер, который работает и отвечает за настройку камер. Инженер, который работает с краном, с тележкой. Это, в общем-то, их работа тоже, по большому счету. А когда получал, вы знаете, я даже на церемонии-то не был. Да, приятно, конечно, что-то вот получить, когда оценили твою работу. Но уже такой возраст наступил, что, ну, наградили, неплохо не наградили. Ну и ладно, переживем. Когда я номинировался за ту передачу и не получил, ну, была такая мысль, а не ту ли я вообще профессию избрал. Бывают сомнения в жизни, и они у вас будут. Вот совет – нет, не сомневайтесь. То есть сомневайтесь, но преодолевайте эти сомнения. А что, на ваш счет, самое важное в вашей профессии? Интересный кадр, правильно выставленный свет или же все-таки высокая зарплата? Ну, высокая зарплата – это не для творческих людей. А свет, он как раз служит кадру, как композиция. То есть без света кадр рушится. Да, мне интереснее, вот мне очень интересно как бы устанавливать свет. Оператор-постановщик отвечает на съемочной площадке за две вещи. Композиция кадра, которую он обсуждает с режиссером обязательно, потому что вдруг задумкам режиссера хочется нарушить эту композицию кадра. И правильно выставленный свет. Без света вы, как художники, понимаете, что изображения не будет. Вот уберите свет. Георгий, убери. Все. Понимаете? Попробуйте, напиши картину. Верни обратно. А свет ведь, в принципе, это не один светильник, который работает у меня. Их масса, и предназначение их разное. Основной рисующий, который имитирует солнце, если на то пошло. У нас единственный источник в жизни света – это солнце, поэтому вторая тень всегда как бы не приветствуется. Это заполняющий свет. В кинематографе, телевидении существует еще контровой свет. Ну, мне его дали поменьше, потому что у меня проплешины. Вот, контровой, который отделяет меня от этого фона. Существует фоновой свет. И работать со светом – это обязанность и, в общем-то, удовольствие оператора. У вас часто было, что вы хотели не послушаться режиссера и снять как-то по-своему кадр? Не хотели бы задать вопрос режиссеру? Они вам рассказали про меня. Смотрите, смотри, как не послушаться. Ведь есть такое выражение «отрицая, предлагай». Правильно? Если вот ты просто вот так вот, как
Вот я не буду это делать, потому что вот я не хочу. Надула губки, и насупила брови, вот амбиции эти закипели, вот не хочу слушаться, и топнула ножкой. Нет. Задача режиссера убедить тебя, либо ты должен предложить режиссеру, как сделать это лучше. Вот это и есть творческий процесс между режиссером, оператором, между режиссером и художником, вот между режиссером и актером. У меня похожий такой же вопрос, только про монтаж. Например, бывало ли у вас такое, что вы сняли какой-нибудь сюжет или момент, в котором есть много классных и каких-нибудь ярких моментов? Я понял, Да. Постоянно. А, например, монтажер это вырезал. Как у вас протекает такой момент? Вы сразу договариваетесь или, может быть, ваше мнение вообще не спрашивают? Смотрите, если вот конкретно взять, опять же, в качестве примера «Шульганташ», сказку. То есть там был момент, когда я не согласился, подошел к режиссеру и говорю, я бы все-таки это сделал так. И Рустем Раилович, режиссер-постановщик этой сказки, да, Урал, хорошо, давайте сделаем. Перемонтировали, посмотрели. Да, сказал, ты был прав. Если вы эту сказку видели, там момент такой, когда они попадают в подземное вот это царство, и там такая дискотека происходит в таких черно-белых тонах. Я вдруг увидел цветное пятно и говорю, я считаю, что здесь цвет ни к чему, давайте его как-то на монтаже замажем. Опять же, со мной монтажер согласился, режиссер согласился, в некоторых моментах не соглашается. Тут как бы понятие есть такая субординация все-таки. Режиссер, он видит по-своему. Есть режиссеры-диктаторы, которые вот все вот будет по-моему и никуда. А есть режиссеры и в кинематографе, это сплошь и рядом. Некоторые режиссеры, скажем так, очень приветствовали импровизацию. Допустим, Гайдай в своих комедиях, он даже платил актерам за импровизацию на съемочной площадке. А режиссер Тарковский, наоборот, он был жутким диктатором. Он очень раздражал многих операторов. Почему очень мало операторов с ним работали, просто они менялись. Какой вам тип режиссеров больше нравится? Режиссер, который знает, чего хочет, Как Тарковский? и знает, как это сделать. Если бы вы снимали фильм про свою жизнь, как бы вы его назвали? Как бы я его назвал? Много света. Наверное, так. Хочу много света. Вот, может быть, так сказал бы. А почему? Потому я избрал эту профессию. Погоня за светом. Оператор оперирует и работает исключительно светом и композицией. Композиция может нарушаться. Свет, я считаю, он не должен нарушаться. Солнце должно остаться солнцем. Его не может быть два, и он не может быть зеленым. Иначе мы будем не на Земле, а на другой планете. Что вы хотели спросить у родителей, но не успели? Ох, многого я хотел бы, конечно, спросить, но не успел. Наверное, я не успел спросить у мамы. Спросить не хотел бы, чтобы я все-таки избрал другую профессию. Но, наверное, не спрашивал, потому что профессия все-таки мне нравится. Я думаю, что все-таки она там довольна, когда мы вот как раз по фильму «Тамыр», где я был оператором-постановщиком фильма «Косуля», это первый ТЭФИ, полученный не просто в башкирском телевидении, а вообще в Башкирии. Наверное, тогда поняла, что таки я не зря избрал профессию. Сейчас бы все-таки спросил, может быть, надо было податься в бизнесмена, деньгу заколачивать. Спасибо. Сложно ответил, но это с возрастом. Это с возрастом. Вообще приниматься за работу без удовольствия, без какого-то, скажем так, кайфа не имеет смысла. Современная работа оператора, оператора-постановщика, если об этом говорить, это работа не одного человека. Там осветители, там инженеры, там целая масса народу, которые работают под операторами, их не всегда видно. Вот вы говорите, что большую часть проверили с камерами, а все же как для вас пахнет детство?
Детство. С загазованным проспектом Октября. Шутка. Как детство пахнет? Куда уходит детство? Наверное, зеленью и солнцем. А можно задать более личный вопрос, нежели профессиональный? Когда у вас был первый поцелуй, и помните ли вы его? Помню. 2 класс. В классе. Потом разговоров и ее, и меня затюкали, ну, по-моему, 1,5 месяца. Как это вот тот Гатаулин, который поцеловал вот эту Эльзу. Помню. А потом уже как бы поцелуи эти бывали чаще, они уже затирались по воспоминаниям, естественно. Все пошло. Но это до 16 уже. А вы часто своим близким делаете подарки? Люблю делать подарки. А какие они? Они с чем-то ассоциируются? Они как-то связаны с тем, что... Я стараюсь делать подарки, вот, зная вот человека, допустим, что ему не всегда это получается, но вот стараюсь как бы узнать, что все-таки человеку нравится. Они могут быть недорогими, но либо полезные, чтобы они были. Ну, наверное, читал Толкинена, там как раз был наоборот, обычай у хоббитов. Они на день рождения не принимали подарки, они дарили подарки. Дарить приятнее, чем получать. Я это как бы испытал. Не важно, что ты даришь. Только не деньги. Только не деньги. Во время съемок какими фирменными фишками вы пользуетесь? Разными. Я люблю динамичные кадры. В плане света я, наверное, как и большинство операторов, очень обожаю контровой свет. Чтобы вот как бы солнце лепило. Наверное, может быть, видели, утром проснувшись в окно, лепит солнце, и мама появилась у тебя в комнате. Вот я высвечена таким ярким лучом. Или какой-то предмет. Есть целый ряд кинооператоров, которые очень сильно им оперируют. А в телевидении этот контровой свет, он дает вам, вот на вас, он на тебе, он сейчас такой синий контровой, потому что ты работаешь за синим мольбертом, это такая фишка. Зеленый контровой. Он отделяет от фона. Он создает определенное настроение, создает объем в кадре. Я очень люблю рисующий свет. Очень люблю, когда это рисующий, рассекающий, так называемый, когда он бьет в бок, разделяет лицо пополам. Хотя трудно работать со светом. Это трудно и приятно одновременно. Я вот люблю работать со светом. Переставлять светильник, смотреть, как видоизменяется лицо, как видоизменяется настроение от попадания света. Вот так. Был вопрос. Вопрос очень хороший. Чтобы я спросил у родителей и не задал вопрос, отпустила ли бы она меня в Москву учиться в ВГИК? Наверное, бы отпустила, хотя очень сильно переживала бы. И если бы, наверное, я поехал в Москву, может быть, тоже сейчас бы не здесь сидел. А может быть, сидел здесь, но уже не с Тэфи, а, не знаю, там, с Никой, с Оскаром. Но это так, шутка. Скажите, пожалуйста, вам мешает ваше операторское видение смотреть фильмы? Вы, может, замечаете какие-то ляпы? Замечаю сплошь и рядом, и причем очень часто. Не мешает. Кстати, не мешает образованность. Я был, в общем-то, троечником, но я любил, скажем так, очень много читать. Я просто не был крайне неусидчив, поэтому, что касается экспериментов по химии, у меня была 5, что касается формул по химии, у меня была всегда 3. При этом я как бы много читал. Посмотрев фильм «Армагеддон», я нашел столько научных киноляпов, что можно было консультантов просто поставить 2 и по физике, и по химии, и по всем другим предметам. Я люблю замечать, насколько они антинаучные во многих вещах. Кстати, наш фильм все-таки более научный. Вот вы работаете на такой важной профессии. У вас есть семья или дети? Много раз пытался как бы завести, но почему-то работа брала верх, и моя профессия как бы накладывает такой отпечаток, что я человек очень постоянный, а с моей профессией, наверное, это постоянство очень сложно соблюсти. К тому же человек очень свободолюбивый. А готовы ли Ну, вы... по часовой договорились, не обижайся. Влюблялись ли вы когда-нибудь на съемочной площадке? И как это было?
А попахивает скандалом. Скажу, только намекну, фильм «Айкызы». Был момент, но безответный, сразу говорю. Сразу предупреждаю, он был безответный. А в этот момент у вас была девушка или жена? Жены не было, вот, скажем так, опять же, не для эфира, это в то время ничего постоянного, было увлечение. Кто с вами работают, говорят, что вы очень капризный. А вы можете сами себя описать 3 словами? 3 словами? Да. Фильм «Обыкновенное чудо». Знаешь такой? Да, знаю. Помнишь, там, что сказал король про себя? Я, говорит, страшный человек, коварен, капризен, злопамятен. Шутка. Нет, не капризен, не совсем правильное понимание. Многие принимают каприз как принципиальность. То есть тут, если я упрусь, да, у меня упрямство. Ну, раз до фанатизма, может быть, это упрямство операторское. Дотошность, педантичность. Но, к сожалению, в телевидении, в кинематографе, особенно в кинематографе, без этого нельзя. Вы верите в Деда Мороза? Нестандартно. Я стараюсь сохранить у других людей веру в Деда Мороза. За что бы вы сказали своей маме спасибо? За все. Вот за многое. Наверное, все-таки за доброту. Может быть, не соглашаясь внутренне, она дала мне свободу выбрать профессию. Не сказала «живи», как, знаешь, она очень многим как бы пожертвовала. Очень было ведь трудно в свое время, особенно когда мы остались вдвоем, то есть тянуть. Она работала на 2 работах, чтобы только вот я старался ни в чем не нуждаться. Вот за жертвенность, наверное, вот так вот. Все это называется материнской любовью. Вы любите фотографироваться? Я скажу так, я не люблю такой сейчас стиль селфи. Я считаю, что селфи – это такая павлинья самовлюбленность. А давайте попробуем это изменить. Вот прямо Если сейчас. только я нахожусь в каком-то месте, где вот я Вместе больше со никогда не мной. был. Кто хочет со мной? Вместе давайте все сделаем селфи. Может быть, мы сейчас изменим, и вы уже начнете к селфи относиться Мне иначе. встать для композиции, давайте посмотрим. Давайте что посмотрим, как лучше будет. Давайте селфи-видео. Ну, тут, кстати, можно сразу много разных эмоций. То есть вы можете и серьезно, и счастливо, и круто. Все, может, кто-то на телефон хочет? Давай ты вот туда встань, чтобы вот у нас же композиция уже выстроена. Люблю делать подарки. Не всегда это получается, но вот стараюсь как бы узнать, что все-таки человеку нравится. Они могут быть недорогими, но дарить приятнее, чем получать. Я это как бы испытал. Ты обогащаешь человека, не важно, что ты даришь. Только не деньги. Только не деньги. Вы часто нуждаетесь в теплых словах близких? Человек всегда нуждается в теплых словах. Нуждаюсь ли я? Это приятно. И это помогает. Это помогает. Но главное тут, чтобы это не перелилось в сплошное желание похвалы в свой адрес. То есть это начинает, даже меня это лично начинает раздражать, но это в возрасте более слабым и нежным это может неправильно воспитать. А какого цвета счастье? Какого цвета счастья? Сочетание. Я бы так. Это сочетание цветов. А каких? Белое и зеленое. А почему? Наверное, листва. Вот у меня любимое времени года. Очень раннее лето, ну, конец мая, начало июня. Свежая зелень. И я очень люблю зиму. Именно раннюю зиму. Свежий снег. По всем отношениям. Как оператор, и просто как человек. Не люблю март. Сразу говорю, к осени отношусь, ну, не люблю слякоть почему-то, не люблю, когда все тает и рушится. Да, это вообще не нравится. Вот, нормально отношусь к осени. Не люблю позднее лето, когда все пожухло, жарко и уже хочется зимы.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я не умничал здесь лишнего. Да нет, Не, наоборот, не только это умный самое. советовал. Хорошего. А тут, говорят, мы тут напугали половину Не, вы народа. не напугали. Можете ладно. пройтись и выбрать. Да. Спасибо вам большое, прежде всего. Вначале мне было очень страшно, так как это был серьезный человек достаточно, и я боялась ошибиться, что-то сказать не то. Но после первого же вопроса, заданного мной, я поняла, что говорить можно легко и ничего не бояться. И так я узнала очень много нового в легкой форме. Честно, когда я сел на вот этот стул, мне стало страшно. Я увидел там камеру, там, везде камеры. Ну, как-то было немного неловко. Но, задав один вопрос Уралу, мне захотелось сразу задать второй, потом третий. Он оказался нереально открытым человеком. А картину свою я, в принципе, доволен, потому что я охарактеризовал его внутреннее состояние. Ведь снаружи он такой серьезный, а в душе ведь он добрый и открытый человек. Деликатные. Все нельзя? Сейчас. Надеюсь, понравилось. На монаха похож. Хорошо. В начале передачи я была немного скована, но своей шуткой Урал Минизарович сразу разрядил атмосферу. Все интервью прошло очень легко. Я поняла, что он творческая, интересная личность. Своим портретом я, в общем-то, довольна. И на самом деле в разговоре с Уралом я даже не замечала, что я рисую. Так была увлечена этим всем. Когда я увидел человека, с которым мне пришлось работать целый час, я подумал, что будет нудно как-то, но потом я вникся и получил столько опыта, столько всего интересного, столько всего полезного как для художника и как для журналиста. Наш гость оказался настоящим философом, чьи мысли мне было действительно интересно слушать. Своим портретом я хотела показать, наверное, характер, потому что я заметила в нем нотки строгости, но я считаю, что это как раз-таки должно быть такие качества у хорошего оператора. Мне все понравилось, но я как бы любитель тоже импрессионистов. Вот это как-то отображает мою, наверное, сущность. Вот тут и осветители, и операторы не дадут соврать. Вот это. То есть это отображает мою профессию. Спасибо. Я не профессионал в рисовании, но я думаю, он выбрал мой портрет из-за того, что я образно изобразила его вид деятельности и его творческую натуру. Остальное вы не рвите, не сжигайте, лет через 100 с аукциона пустите. Пишешь? Ручка есть у кого-нибудь? Хорошо. Все, стоп-мотор. Есть такое произведение «Гадкие лебеди». Там главный герой попадает как бы, ну, что ли, на суд детям. Он приходит с какими-то банальными, заранее заготовленными ответами по профессии писатель. Вот. И вдруг выясняет, что все его ответы ничего не стоят. Что дети другие, что они смотрят глубже, чувствуют глубже. Вот я сейчас прошел вот такое вот чистилище.